Еврорадио. Навіны наша справа. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, а таксама глядзіце стрым, які мы вядзем з нашай студыі ў сацыяльных сетках праз Facebook, праз ВКонтакте, а таксама на нашым канале YouTube і ў Аднакласніках. Гэта талаковы эфір, сумесны праект Еўрарадыё і сайта краудфандынгавай платформы talaka.org. І нашы госці сёння гэта Кацярына Савіцкая і Ірына Шумская са сваім праектам «Рэсайклінг майстэрні Так». Прывітанне, Кацярына, прывітанне, Ірына. Раскажыце, калі ласка, ў двух словах нашым слухачам і гледачам, што такое рэсайклінг майстэрня Так, у чым цымес гэтага праекта? У нее еще есть одно слово в названии — социальная ресайклинг-мастерская «Так». И если в двух словах, то это место, где особенные люди делают особенные вещи из мусора. И если добавить еще несколько слов, то можно объяснить, почему, кто такие особенные люди. Это жители психоневрологических домов-интернатов, люди с ментальными и физическими особенностями, а также взрослые инвалиды и престарелые люди с деменцией и с диагнозом Альцгеймера. И что значит мусор? Это текстильные, в первую очередь, текстильные отходы. Я не знаю, если это видно. Вот, например, это один пример той особенной вещи, которую делают наши особенные люди. Она сделана из старой одежды, этот зайчик, пуговки с этой же одежды. И почему мы делаем это из старой одежды? Просто потому, что, во-первых, это экономически целесообразно и вообще выгодно на самом деле. Но, кроме того, есть во всем этом еще благая цель для того, чтобы уменьшить количество мусора. Уменьшить количество мусора, и чтобы вместо того, чтобы эта одежка попала на свалку, а там она разложилась на страшные микроволокна, которые попадают в грунтовые воды и обратно к нам же в воду, в пищу, в общем, в наши организмы, организмы наших детей, вот мы пытаемся продлить жизнь этого текстильных этих отходов таким образом, ну, одним из. Скажите, а вось гэтая рэч, яна ўжо зроблена некім, ну, вось, чалавекам з асаблівасцямі ці людзьмі, так? А дзе зараз яны могуць, ну, реализовать себе таким чином? На данный момент мастерская экспериментальная работает в одном из минских домов-интернатов, и с осени мы планируем открывать эту мастерскую в городе. Очень важно, чтобы она была в городе, потому что мы хотим создать инклюзивное пространство, куда смогут приходить и обычные люди, а также очень важная часть проекта — это группа дневного пребывания, куда смогут родственники превратить своих престарелых бабушек, дедушек, своих взрослых детей, повзрослевших детей, инвалидов, для того, чтобы они не оказывались тоже выкинутыми из жизни, они не сидели дома, и их родне не приходилось отказываться от своей жизни. И еще даже есть третий момент, почему нам очень важно, чтобы это было в городе. Кроме инклюзии и подключения еще людей из группы риска, которые могут попасть в интернаты. Те люди, которые из интерната будут выезжать в город, на самом деле они таким образом будут проходить определенный этап, очень важный этап для них в жизни, связанный с возвратом дееспособности. Потому что для того, чтобы пройти эту процедуру, вот, надо найти работу, научиться пользоваться. Я поясню. Только я хотела сказать, что вы ничего не говорите. И... Катя так хорошо говорит, мне ее очень приятно слушать. Есть какие-то штучки, которые кажутся нам прям очень обычными такими мелочами. Мы едем в общественном транспорте, в автобусе, троллейбусе, метро, для нас это просто. Для человека, который 10 или 20 лет живет в психоневрологическом интернате или несколько лет сидит дома, это очень сложно, в этом очень много разных процессов. А прийти вовремя к началу рабочего дня в мастерскую — это тоже сложный процесс. Получить, знать какую-то норму рабочей продукции, которую делают, операций, которые делаются, нести ответственность, убирать рабочее место и возвращаться обратно — сложный инклюзивный процесс. И мы планируем цель учить их обращаться с деньгами. Они, когда приезжают в город, да, они участвуют в обществе, в работе, и потом у них есть возможность пойти купить что-то в магазине. И для нас это тоже кажется очень просто, вот. А для них и выбор их пугает, ну, что можно прям много всего купить. И посчитать, и прийти, попросить, и выбрать, ну, это все прям очень сложно и очень важно.
Скажыце, калі ласка, атрымліваецца, што там яны будуць зарабляць і пэўныя грошы, магчыма, да? І далей яны змогуць пайсці ў краму і нешта набыць. То бок гэта такая грунтоўная сацыялізацыя. Адно штурхае адно, да? Чалавек атрымлівае працу, чалавек атрымлівае грошы, чалавек ідзе ў краму. То бок гэта нашмат больш, чым проста нейкая простора, да, где люди, ну, я не ведаю, гурток таки, да? Да, но то, о чем мы говорим, это не сразу происходит. То есть не сразу в первый день получает гроши и идет в краму. То есть может пройти целый год, пока вот мы наконец-то обучимся вот этой штуке. А який механизм? Вось мне цікава, адкуль вы будете брать адзенне, напрыклад, да, вось гэтае старое. А таксама, ну, я так разумею, что, ну, у нашым свеце грошы не бяруцца з паветра, да? Вось гэтыя цацкі ці іншыя вырабы, іх трэба будзе недзе, ну, прадаваць, да? Як вось вы бачыце, ну, такі працягі, да, гэтага проекта? Насчет материалов, самый первый вопрос. Этот процесс у нас уже, в общем-то, налажен некоторым образом. Сейчас мы... Яким? Цікаво, так. Мы сотрудничаем с благотворительным проектом «Калиласка». И берем у них ту одежду, которая уже не подходит для того, чтобы ее отдать нуждающимся, для того, чтобы ее продать в благотворительном магазине или на маркете. То есть она уже совсем никому не нужна, и ей дорога на свалку. Такой одежды очень много, к сожалению. И они с нами с радостью делятся этой одеждой. И вот мы из них шьем зайчиков, поэтому зайчики каждый раз, например, получаются разные. Вот каждый раз это какое-то новое свое сочетание, другие пуговки, и поэтому у них у всех есть характер, имена и вообще какая-то жизненная история. Поэтому, да, процесс атрымання матэрыялаў налажаны. Ну, в принципе, зразумела. Да, «Калиласка» — это іншы дабрачынны проект. Ну, скажу нашим слухачам, калі хто не ведае, гэта такая, ну, крама, не крама, я не ведаю, як нават сказаць. І крама таксама, да? Крама — это частка, да. Але сэнс у тым, што гэта такі добраахвотны хаб, да, для того, не ведаю, ці стала кому-нибудь больш зразумела. Карацей, туды можна прынесці старую вопратку, частка гэтай вопраткі пойдзе ў краму і будзе забяспечвацца існаванне гэтага праекта. Іншая частка будзе раздадзеная там дзіцячым, здаецца, домам, так, і частку атрымаеце пасля вы. Да, у них очень большая сеть благотворительных пунктов, благотворительных целей, и магазин — это очень маленькая часть проекта, которая, вы правильно сказали, она просто обеспечивает существование этого проекта. Перад выпускам навінаў, хаця ведаеце што, перанесем тое пытанне, якое я задаў дадаткова, дзе будуць прадавацца гэтыя цацкі, нагадаю, ці толькі цацкі, дарэчы, гэта будуць, да? Гэта будуць не толькі цацкі. Выдатна, ёсць яшчэ пра што пагаварыць, сябры. Гэта талаковы эфір на Еўрарадыё. Нашы госці Кацярына Савіцкая і Ірына Шумская, якія распачалі краўдфандынгавую платформу, кампанію для стварэння рэсайклінг-майстэрні, сацыяльнай рэсайклінг-майстэрні. Так, працягнем праз некалькі хвілінаў. Вас чакае музычная паўза і выпуск навінаў, а пасля працяг эфіру. Поездам осталось ждать всего лишь несколько минут. Досчитать и, расслабившись, уснуть. А потом на юг прорваться через сотни миль пути. И навеки там остаться непрощенными уйти. Таксофоны километры отмеряют без труда. Освещенные проспекты путь укажут в никуда. Мы уйдем подобно свету, растворимся в вечной мгле. Были мы, и вот нас нету на земле. Отречемся, бросим воду.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў, каротка пра асноўныя падзеі. На гран-пры Мінска па веласпорце адбыўся скандал. Польскі велагоншчык на фінішы аддаў перамогу беларусу. Пра гэта дзіўнае здарэнне напісалі замежныя СМІ. Паляк Марык Руткевіч лідырваў з вялікай перавагай, але за кіламетр да фінішу рэзка замарудзіўся і пачаў аглядвацца. Ён дачакаўся беларуса Мікалая Шумава і разам з ім паехаў да фініша, але за перамогу не змагаўся. Паводле слоў паляка, у суботу ў гонцы перамог Мацей Патэрскі, а беларус Браніслаў Самойлаў быў другі. Польскія раварысты былі так удзячны беларусам за запрашэнне на гонку, што вырашылі ў нядзелю ім аддаць першае месца. Цяпер за адмову ад спартыўнай барацьбы паляка павінны аштрафаваць і дыскваліфікаваць. Генеральны прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Украинской правде» заявил, что есть прогресс у расследовании справы об забойстве журналиста Павла Шарамета. По словах Луценко, у следчых теперь есть информация, якая, вероятно, выведзе як минимум на выканаўцаў, а затым и на замоўцаў забойства. И он отзначил, что за апошні месяц следство знайшло одну нітачку, якая прывядзе да адказу ў гэтым пытанні. Луценко сцвярджае, што ён трымае гэтую справу на ўласным кантролі. У школьным харчаванні прапануюць скараціць утрыманне цукру і солі, а павялічыць колькасць малочных прадуктаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Алла Малахова. Паводле яе слоў, робіцца гэта ў адпаведнасці з праграмай «Дэмаграфічная бяспека». Рэкамендацыі па змяншэнні на чвэрць у стравах утрымання солі і цукру разасланыя ў абласныя выканкамы і дзяржаўныя органы. Вядома, што ў Мінску да навучальнага года распрацавалі адзінае двухтыднёвае меню для ўсіх школаў. Роман Устінаў, служба информации Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем наш талаковы эфір, сумесны праект нашай радыёстанцыі і краудфандынговай платформы talaka.by, talaka.org. Там будзе рэдырэкт. Все яшчэ спякотна ў Мінску, працягваюцца невялікія такія агаворачкі, але тым не менш. Госці нашай студыі Кацярына Савіцкая і Ірына Шумская, стваральнікі сацыяльнай рэсайклінг майстэрні. Так, прывітанне яшчэ раз, Кацярына, Ірына. Нагадаю ў двух словах, гэта майстэрня, дзе асаблівыя рэчы робяць асаблівыя людзі з асаблівасцямі, да, ці асаблівыя людзі. Мы спыніліся на тым, як гэтыя людзі будуць ўсё ж такі зарабляць пэўныя грошы, якія будуць з'яўляцца часткай іх сацыялізацыі, куды пойдуць гэтыя вырабы і якімі гэтыя вырабы будуць. Не толькі цацкі, да, прагучала, што яны будуць вырабляць і дзе вы плануеце гэта рэалізоўваць. Очень важная часть – это то, что как именно выглядят те вещи, которые мы делаем. Очень много сейчас разных мастерских, которые делают какие-то поделочки, их очень сложно продать. У нас есть профессиональные дизайнеры, которые разрабатывают такие дизайны, которые люди хотят покупать. Это, во-первых, да, мы тестируем, мы приходим на маркеты какие-то. Очень много у нас сейчас таких мероприятий, где ремесленники разные продают свои товары, дизайнеры и так далее. Причем это робят не люди с особливостями, а звычайные абсолютно люди, так. Но мы увидели, что сейчас люди очень осознаны в том, что как они тратят деньги. Поэтому, когда какая-то вещь, в ней есть какой-то смысл, а не только просто как материал какой-то, то это очень важно для многих людей. Вернемся к дизайну. Профессиональные дизайны, чтобы это было красиво, чтобы люди хотели это покупать. Это не только вот у нас мы показывали зайчика, это не только зайчик. У нас есть всякие разные прекрасные коврики, пуфики, там обивки для мебели там, и так далее. У нас есть грандиозные планы стать просто таким филиалом Икеи, только лучше. Да, и осмысленней. Потому что здесь это же и про осмысленное потребление, да, и последние несколько раз, когда мы продавали зайчиков, людям очень нравилось, что они несовершенные, что там где-то торчат ниточки, наши подопечные пока не умеют шить идеально.
Вот, что они какие-то... Шчыра, я не ведаю ніводнай вытворчасці, калі шчыра, дзе б не торчали ниточки, там, И вот они- чтоб что-нибудь такое не было. Да, они вот такие кривенькие, мы говорим, они же такие, как мы, у нас у всех тоже есть какие-то... Да. Он же не бывает симметричным. Человеческое лицо, человеческое тело. Вот так же У нас есть недостатки, у них есть недостатки. И это символы того, что мы хотим быть более осознанными в том, что мы делаем, в том, что мы потребляем, в том, как мы ведем себя в этом мире. То бок это не просто цацка, это цацка з вялікай сацыяльнай ідэяй. Конечно. І Да. гэта вялікая канкурэнтная перавага. Я не ведаю, як у нашай краіне, калі шчыра. У іншых краінах я упэўнены, што гэта была б вялікая канкурэнтная перавага, а у нас, думаеце, спрацуе гэта? У нас людзі вось ужо гатовыя спачуваць людзям з асаблівасцямі. Дело не в спочивании. Это про себя тоже, про личный смысл какой-то в том, что я делаю, ради чего я живу. Ну, в общем, без ложной скромности скажу, что пока что нам товара не хватает. Каждый раз, когда мы приходим на маркеты, мероприятия, нас разбирают все, и у нас есть дефицит продукции. Люди хотят купить, мы говорим, слушайте, ну нет, мы шьем пока медленно, ну простите, пожалуйста. Ну, я думаю, что и вы будете шить повольно, тому что все ж таки, А, до речі, дзе зараз гэта адбываецца? Вось вы робіце краудфандинг для нового нейкага помешкання, так? Да, это помещение Распорядите, будет в городе. И для чего мы вообще деньги собираем? Нам надо открыть мастерскую в городе, оборудовать ее всей техникой. На технику, благодаря Social Weekend, конкурсу социальных проектов, мы нашли деньги на швейные машинки, оверлоки, стиральные и все-все-все прочее. Нам нужно деньги для того, чтобы оборудовать рабочие места. Вообще у нас там будет несколько зон. Рабочая зона, зона для обучения, зона отдыха, приема пищи. И еще мы хотим оборудовать такую галерейную зону для того, чтобы туда приходили люди из города и все общались, и происходила эта самая инклюзия, которую... Кацярына, прабачце, перапыню вас, бо вы ўжо адказваеце на маё наступнае пытанне. Трэба гэтаму праекту сацыяльны рэсайклінг майстэрні так сабраць 5000 рублёў, на дадзены момант сабрана 10%, але яшчэ наперадзе, у прынцыпе, большая частка кампаній, я так разумею. Ёсць яшчэ час, і вось ужо Кацярына распавядае нам, як гэтыя 5000 рублёў будуць засвоеныя, да, патрачаныя. Гэта памяшканне, гэта нават два памяшкання, я так разумею, да, для... У нас будет, да, 2 помещения и 4 зоны. Всю мебель, которая нам нужна для хранения, для работы, мы собираемся делать, опять же, ресайклинг, делать своими руками, из старой мебели что-то собирать. Но для этого нужны материалы, фурнитура и много-много, в общем, материалов, если обобщить, которые нам понадобятся. Те материалы, якія, калі ласка, вам поставить не может. Не швейные. Начинье, например, да, для... Имеется в виду краска, лак, там, шлифовка, все, что мы в строительные материалы. Это можно так сказать. Обсталяваць гэтае памяшканне. Да, если нам удастся что-то еще сэкономить, естественно, на аренду эти деньги пойдут, потому что арендная плата — это, конечно, большая проблема. Бесплатных помещений не бывает. Скажите, але кампанія, я так разумею, як бы это сказать, аднаразовая. То бок вось перад вами тут былі людзі з архе, да, з часопіса, і яны раз на месяц збіраюцца збіраць грошы, да. Вы скончыце вось 5000 краудфандинг компания скончится. Это мы снова возвращаемся к моей теме. Добро. Ну, а аренда, это же каждый месяц, да? Да, как мы зарабатываем деньги. У нас есть очень большой пробел в том, чтобы заботиться о взрослых инвалидах. Сейчас фактически вы можете там своих бабушек, дедушек отдать в психоневрологический интернат, в Дом милосердия. Это минимальные какие-то социальные услуги. Есть еще несколько частных домов, интернатов, но, опять же, они оказывают услуги по пребыванию. И вы вынуждены будете столкнуться с такой дилеммой, либо вы отдаете своих родителей особенно, или детей просто, ну, как бы, и мучаетесь виной огромной, либо вы берете свою жизнь и кусок этой жизни тратите на то, чтобы быть с этим человеком. Это очень сложно. Мы заполняем очень такую важную нишу, ну, как бы такой социальной заботы, да, мы делаем мастерскую, куда вы можете утром привести своего родного человека, вечером забрать. Он у нас не просто пребывает, мы обучаем его, мы вместе с вами создаем какой-то индивидуальный план, и мы создаем открытое пространство. Значит,
в любое время дня и ночи. Вы можете зайти в интернет, посмотреть на веб-камеру, чего мы делаем. Вы можете зайти сами, посмотреть, действительно ли мы работаем с ними, или просто как бы они сидят в уголочке, или мы их привязали вообще к батарее, как бы, и так далее. Сподіваюся, Вот. что такого не И мы хотим, чтобы это действительно было на очень высоком... Такое бывает, на самом деле, часто. Ну, как бы это что-то, о чем не говорится, но оно бывает. И не потому, что люди, которые присматривают в этих соцучреждениях, плохие, а потому что не хватает ресурсов, потому что там только минимальные услуги. А мы хотим сделать что-то качественное, хорошее. И если бы мне, например, нужно было отдать свою маму в какое-то учреждение, то это то, куда я могла бы привозить ее, не мучиться чувством вины, что я ее бросаю, оставляю и так далее. Скажите, на якую колькость супрацоўнікаў? Самое главное, мы делаем это платно, за деньги. Вот. Это часть, Самое главное. которая позволяет всему этому делу существовать. Я вось хотел сказать, что все, что вы пералічылі, мы хотим сами. па маіх адчуваннях мусіць каштаваць нашмат больш, чым 5000 рублёў. То бок прыглядаць за гэтымі людзьмі, пакуль яны працуюць, да, і гэтак далей. Гэта ўсё істотныя выдаткі. Гэта не будзе бесплатная майстэрня. Это будет платно. Так. А потом у нас будет продукция, мы ее продаем. Часть бесплатно для тех, кто приходит из Да. интернатов, а часть платно для тех, кто приходит из города, просто для того, чтобы провести дневное время. То есть это немножко разные задачи. В одной случае это возврат дееспособности, а в другом случае профилактика, чтобы они не попали в интернат. Ведаеце, з тых праектаў на талацэ, якія я бачу, гэта самы прадуманы. Мне здаецца, вось самы прадуманы такі праект у бізнес яго вось з боку бізнеса, да? То бок ёсць некалькі крыніцаў фінансавання незалежных, і тое, што вы збіраеце на талацэ, як мне здаецца, гэта ўсё ж такі нават гэта невялікая нейкая колькасць выдаткаў, якія трэба несці, да? А навошта вам тады гэтая краудфандинг кампанія? Чтобы начать. Потому что у нас нет какого-то серьезного инвестора, который бы дал нам возможность начать работу. Потому что эти столы, эти стулья, это микроволновка, это диван, где они будут отдыхать, их невозможно взять из воздуха. Цікава, то бок калі ўсё пачнецца, у прынцыпе ёсць механізмы для того, каб гэтая сістэма падтрымлівала сябе сама. Да. Мы именно к этому и стремимся. И чтобы товары покупались не из жалости, потому что они классные, но они действительно классные. И для того, чтобы нам не надо было ходить с протянутой рукой, а мы думаем, как заработать на себя. Ну, для старта мы решили искать деньги в разных источниках. Поэтому мы участвовали в Social Weekend и получили там гран-при и поддержку на оборудование. Мы сейчас собираем на обстолевание, которое уже в столах в мебели заключается. Мы, наверное, еще какие-то деньги будем искать для сотрудников платных на первое время, потому что там всегда должны, в мастерской всегда должны быть несколько человек, 3 человека, специалиста. Вот, и им, естественно, надо будет платить тоже деньги. Со временем все это должно быть настроено именно так, чтобы зарабатывать на себя. Ну і вось то пытанне, якое я не паспеў задаць, яшчэ на якую колькасць людзей з асаблівасцямі будзе разлічаная гэтая майстэрня, колькі вы зможаце прыняць і што будзе, калі, я не ведаю, утворыцца чарга? Ой, мы уже очень... Вельми легко, вельми легко есть уявить планы, такую не ситуацию. волнуйтесь, мы бы не получили гран-при Social Weekend, если бы мы не знали, что с этим делать. Мы рассчитываем на 20 человек. Это мастерская лаборатория, где мы пробуем дизайн и пробуем технологические карты, схемы, как именно это все хорошо этот момент работает. очень на самом деле важен, технологические схемы, потому что пошить зайца, на самом деле не очень просто. И человеку с особенностями это сложно, я пошить думаю, целого нават зайца. Я не справился. Но весь этот заяц может быть разбит на 15 простых операций, каждая из которых может быть освоена, может быть понятна и доступна человеку с очень разной степенью ограничений. Поэтому вот это вот тестирование технологических карт, которое Ирина упомянула, это на самом деле очень важная часть нашей работы. Мы тестируем, что кто может, составляем карты, которые и тестируем, понятны ли они при каких ограничениях. А потом вот этот вот уже процесс отстроенный, ну, вот, допустим, на один заяц 15 операций, на другие продукции там другое количество, другие операции, естественно. Но мы получаем уже разработанную программу целую, которую можно будет применять. Да, и мы берем вот 20 человек, с которыми мы работаем в городе,
И у нас уже есть договоренности с разными соцучреждениями города Минска. И мы открываем там филиалы, и они делают то же самое, потому что у них у всех есть проблемы с продажами, с обучением кадров там, и так далее. У нас все уже отработано, мы просто дарим для того, чтобы люди могли этим пользоваться. Более того, одним з вынікаў вашай працы будзе такая тэхналагічная карта, не ведаю, да? Алгарытм тэставання пациент, нельга казаць пациентаў, да, не ведаю, як гэта сказаць. Они у нас эксперты. Экспертаў, да. Добра, так, и готовая вось инструкция, да? Мы знаем, это тоже часть нашего проекта, социальная франшиза. То есть мы ее бесплатно даем уже существующим мастерским в дома-интернаты, в центры социального обслуживания населения, в другие коммерческие учреждения, где есть оборудование, где есть ставки трудотерапевтов. У них уже есть большой ресурс, но они не умеют еще пока, может быть, воспользоваться там на полную мощность. А у нас есть какие-то готовые схемы, которые мы уже попробовали, работают, и мы знаем, где потом реализовать этот продукт. И здесь очень важно, это немножко такая не классическая франшиза в классическом понимании, а мы ее строим для того, чтобы эти каналы сбыта налаживать, для того, чтобы с ритейлинговой сетью договариваться. Нам надо обеспечить им объем. Одной мастерской мы этого не сделаем. Вот. Но если у нас есть много мастерских, между которыми распределены части, может быть, какие-то заготовки, или же они определенное количество продукции поставляют, и все мы вместе можем уже с этим объемом идти в ритейлинговую сеть, мы можем идти к корпорации, и у нас есть просто прекрасные, великолепные разработки для корпоративных сувениров, которые мы для будем... украшения корпоративных пространств, теми же как бы ковриками, пуфиками, какими-то еще такими штуками. Опять же, с социальной значимостью, экологической тоже ответственностью, что для компании тоже может быть выгодно, вот, так как их образ улучшает в глазах. Як складаюцца, вось цікава, вашыя стасункі з дзяржавай? Бо мне здаецца, што вось гэтыя готовыя інструкцыі маглі б узяць найперш тыя установы, у якіх ужо утрымліваюцца патэнцыйныя эксперты, да, і пачаць вытворчасць, і, магчыма, пачаць зарабляць нават, да? Я не ведаю, яны зараз, відаць... Вы правильно нас поняли, именно на это мы и рассчитываем. А як, ну, вось як это яны ўспрымаюць? Магчыма, ўжо былі нейкія перамовы? Конечно, так? Конечно. Мы работаем заодно, и у нас похожие цели, и мы с ними все время сообщаем о нашей деятельности, мы договариваемся и планируем плотнейшим образом сотрудничать с Мингорисполкомом, с Комитетом социальной защиты и применять все эти наработки в первую очередь в интернатах, которых очень много в Беларуси. И у нас нет цели какой-то сказать, что вот то, что сейчас делается там, это плохо. Вот. Мы сами работали в таких учреждениях, мы понимаем все трудности, с которыми они сталкиваются, мы видим, сколько ресурсов, сколько усилий они прикладывают для того, чтобы действительно все было хорошо. Мы пытаемся организовать какую-то возможность, которую на самом деле уже разрабатывает Мингорисполком. Да? Есть так называемый третий этап сопровождаемого проживания, который входит в программу возврата дееспособности. Поэтому мы работаем заодно, и пока наши отношения складываются хорошо. Не сказаць, што ўсё дрэнна, а зрабіць так, каб усё было яшчэ лепш. Да, помочь друг другу. Выдатна. Сябры, гасцямі студыі Еўрарадыё сёння былі стваральніцы сацыяльнай рэсайклінг майстэрні. Так, гэта краудфандынгавы праект на платформе Талака, на які вы можаце ахвяраваць сродкі ўжо зараз, зможаце ахвяраваць іх цягам бліжэйшых 3 тыдняў, каб людзі з асаблівасцямі атрымалі магчымасць на сацыялізацыю, ну і шанец на цікавае жыццё. В прынцыпе, можа быць такая выснова, я думаю, з нашага эфіру. Мне гэты праект асабіста вельмі падабаецца. Я думаю, все ўжо здагадаліся, да чаго мы клонім. Кацярына Савіцкая і Ірына Шумская былі ў нашай студыі. Да пабачэння, Кацярына і Ірына. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.